Окунуться в атмосферу Сталинира нам помогают фотографии, зарисовки, люди, которые сами стали легендой, которые знают здесь каждый дом и его жителей. Прогуливаясь по Цхинвалу сегодня, мы порой не задумываемся, какие удивительные истории таит в себе этот город. Героем нашего очередного выпуска стал Руслан Затята. Бесконечно талантливый, разносторонний и интереснейший собеседник. Не зря говорят, талантливый человек талантлив во всем. Это высказывание как нельзя кстати подходит Руслану Георгиевичу. Родился я здесь, в Сталинире, в 1936 году, 22 ноября. И вот с тех пор и живу здесь. Ну вот за последнее время не удалось, а пришлось переехать в Северную Осетию, потому что там здесь невозможно было работать по моей специальности, и поэтому я оказался там. Здесь началась моя учеба началась. В 1962 году, окончив историко-филологический факультет Цхинвальского пединститута, начал работать в школе. Через 3 года Руслан Затята поступил в аспирантуру в Москве, в Академический институт археологии, проучился там 3 года. Написал диссертацию под руководством выдающегося советского археолога, лауреата Ленинской премии Евгения Крупнова. Вернувшись в Южную Осетию, начал работать в научно-исследовательском институте. Сегодня он с ностальгией рассказывает о своей первой экспедиции. Я застал еще здесь Иванеева и других Владимира Давидовича Абаева, и мало ли кого, Станчика Бараева, Николая Солнченко. Ну, с ними я уже потом еще и работал. А вы можете рассказать о первой своей экспедиции? Вот как это происходило, где это было и с кем вы были? Первая экспедиция, я сказал, с этим Людвигом Алексеевичем Чибировым. И самое интересное, что меня определили художником, и мы должны были пойти в горы, записывать всякие легенды, а я должен был зарисовывать всякие интересные моменты, не эти вещи зарисовывать и так далее, планы составлять домов. Это потом оказалось. Я буду делать все, что мне скажут. Я делал все. Да. Вот и мы с ним там великолепные впечатления, где мы только не были в горах, каких только стариков не виделись. Это были верховья Большой Ляхвы, это ущелье Рубком, Шабагом, Кормизомага. Были в Челяте, были Брытак, Ерман, Ходс, Кабуста, Едес. Везде мы обошли. Потом... сколько по времени проходило экспедиция? Это мало времени проходило. Мы 2 раза участвовали. Потом были со стороны в Кударском ущелье были, в Чесельском ущелье были. В Чесельском ущелье мы перешли через перевал и оказались в Северной Осетии. И там тоже ходили в нары. И это уже на меня окончательно подействовало. Все, стану археологом. Разговор плавно перешел к воспоминаниям о детстве и увлечению рисованием. Руслан Георгиевич окончил и художественное училище имени Махарбека Туганова. Это увлечение и интерес к рисованию в последующем помогли в художественном оформлении многих книг, как своих, так и других авторов. Я все время рисовал и пачкал везде и тетради, и книги. И мой отец был директором издательства в Южной Осетии. И он сказал... Про себя, наверное, подумал, так отнесу эти работы, покажу художнику настоящему, что он делает, стоит этим заниматься или нет. И директором художественного училища был Махарбек Сафарович Туганов. И вот мы шли в его кабинет с отцом, говорит, мальчик рисует, все, говорит, из него может посмотреть. Он посмотрит, а это уже было, сентябрь уже был. Вот, его хорошо, может, толку с ним, наверное, будет, ему, говорит, только нужно учиться. И пусть идет, первый курс сядет. Я не окончил еще 8 классов, если после 7 класса это было. И вот я пришел туда, и там преподаватель, это очень интересный был художник, Колосов, нам преподавал живопись. И вот там я проучился месяц или больше, и отец видит, что я только рисованием занимаюсь. Рисунок, живопись, композиция, 3 вещи. А когда я видел, что я образование могу и не получить, кроме этого, специального, он сказал, все, ты больше не пойдешь. И я перестал ходить, как они думали. Тайно убегал и все же ходил туда. Когда об этом дома узнали, мне досталось, да.
Детство Руслана Дзатиата прошло в селе Изба, куда он ездил на летние каникулы к бабушке и дедушке. Он с интересом наблюдал за сельской жизнью в горах, интересовался орудиями труда и быта, внимательно наблюдал, как складывались отношения между старшими и младшими поколениями, почтительным отношением к женщинам и за соблюдением остинских традиций и обычаев. Все это накладывало отпечаток формирования личности, интересах и воспитании молодого человека. Остальное время, конечно же, проходило в Сталинире. У ребят были разные интересы. В свободное от урока время ходили на речку, а зимой катались на коньках. Мои родители не были довольно состоятельными, служащими были. Отец был в издательствах, работал, потом был членом союза писателей, журналистов и так далее. А мать преподавательница в школе работала, начальный класс. Кстати, я был учеником в ее классе. Ну так я баловался, меня перевели к другой учительнице. Ну, конечно, мы не только плавали и так далее. Куролесили все так, что редкие сады, огороды обходились без нашего участия. Вы можете рассказать забавный случай о своей школьной жизни? Дело в том, что я всегда был объектом вот этих шуток. И не только шуток, очень злостных и таких, потому что я был самый маленький и самый младший в классе. Особенным заводилой я не был, но участник был в этих всяких нехороших, так сказать, поступках и дел. На вопрос, как же удается сохранять такую бодрость, Руслан Георгиевич ответил, что с детства занимался разными видами спорта – фехтованием, боксом, плаванием, а ходить по горам – вообще любимое занятие. Руслан Дзатиат в настоящее время работает в Северной Осетии, но часто бывает и на родине. В Схинвале его с радостью встречают коллеги и друзья. Говорят о нем как об открытом, добром и отзывчивом человеке. Руслан Георгиевич, мой старший друг, товарищ, коллега от детства. С давних пор, начиная с незапамятных времен детства, можно так выразиться. Что касается как человек, который все самого себя отдал служению, так скажем, Отечеству на научном поприще. Тот момент, который связан с его профессионализмом, этого у него не отнять. Это профессионал в полном смысле этого слова, средневековик, ученик знаменитого, так можно сказать, ученого крупного. Человек, который в нужную минуту может подать руку помощи. Романская история археолога прекрасный знаток этнографии, прекрасный сторожил нашего города. Не Цхинвала, а Сталинира сторожил. Я бы пожелал ему долгих лет. Автоябунует, Рашубашудар, недавно у нас Асбомада, то молодежь дарна, мисчахам фазенет. А Руслан историк дарума, этнограф дарума, археолог дарума, фотограф дарума, художник дарума. Руслан Дзатиат интересуется всем происходящим вокруг. Часто бывает в экспедициях, занимается раскопками, пишет книги и, конечно же, у него есть ученики, многие из которых защитили кандидатские диссертации. Руслан Георгиевич безмерно рад тому, что после всех событий, происходящих в республике последние 25 лет, город Схинвал постепенно восстанавливается и преображается. Не преображается, а восстанавливается. И должен быть восстановлен не в прежнем виде, а в более лучшем виде. И это мы видим. Я недавно посмотрел за последние несколько лет, что было сделано. И столько хорошего сделано. Я живу в Владикавказе, но вот до недавнего времени я никогда ни один сон во сне не был в Владикавказе. Во сне нахожусь здесь. Всегда. Потому что настолько у меня укоренилось в этом самом сознании.